вопрос-ответ. В тот раз я, короче, оставила окошко, чтобы люди задавали вопросы. И там многих заинтересовал вопрос, как мы познакомились с Альбертом. Сейчас я микрофон возьму сначала. Подождите. А то вдруг вам не слышно будет. Ну так вот, друзья, слушайте историю знакомства. Это был увлекательный аттракцион. Не я, не он. Я уже забыла эту песню, как там Успенская поет. Ну так вот, я пошла к своей сестренке двоюродной Гульгине в гости, чтобы с ней вместе пойти в ретро-клуб. Мы собирались в ретро-клуб пойти, познакомиться, чтоб с кем-нибудь. Но мы холостые были, оба. Нам по 30. Конечно, нам охота было с кем-нибудь познакомиться, потусить. Че, жизнь-то проходит мимо, а нам по 30 лет, у нас ни мужей, ни детей. Я такая оделась в белые джинсы, белая футболка. Почему я белая оделась, я так и не поняла. Хотя на улице погода была очень плохая, пасмурная, дождь шел, да, грязище, я еще в белых кроссовках. Иду я, значит, по улицам Черниковки, во дворы, короче, залезла, у меня там сестренка жила. И представляете, тут проезжает машина грузовая на большой скорости, и все меня обрызгивает. Представляете, с головы до ног я в грязной воде. Представляете? Ну уж не прямо так уж с головы до ног, я уж это преувеличила. Ну чуть-чуть он меня обрызгал, сбоку только чуть-чуть. И тут, короче, я разоралась такая, он проехал мимо, я такая разоралась, такая за ним, значит, такая, ах ты сволочь, ах ты... Ну, короче, мат-перемат. И тут, короче, смотрю, машина остановилась. Я так испугалась, думаю, блин, сейчас мне попадет за мои слова. И тут выходит мужчина, вроде такой симпатичненький, стройненький. Кстати, Альберт такой стройный был, красивый. У него... не очень-то он красивый был. Мне он вообще, когда я впервые его увидела, он мне вообще не понравился. Но у него, я обратила внимание, вот такие волосы густые, да, и вот такая высокая шевелюра была. И он ее назад расчесывал вот так вот, да. У него вот так прям, вот такие вот волосы были. И еще я обратила внимание на то, что он был высокий и губошлеп. Когда он улыбнулся, да, у него зубы такие большие были, я думаю, блин, что он на лошадь похож, ну, вот так подумала я. Но у меня вот самые губы-то тонкие, рот маленький, и поэтому для меня оказался это слишком большой рот у него. И он вышел такой, говорит, ой, простите, пожалуйста. Ну, простите, сказал, говорит, блин, извините, извините. И смотрю, он идет с грязной тряпкой, да. Я не успела даже оклематься, он говорит, ой, извините, извините. И вот так мне тряпка нужна, говорит, я говорю, не надо мне тряпку. И он вот так, извините, извините, начал мне вытирать эту тряпку, представляете? Тут, короче, у меня на шее что-то было, он шею начал. Я говорю, что вы делаете? Вы вообще ненормальный, говорю, что ли? Сумасшедший, короче, дальше начала на него орать, я уже не помню, что я там орала на него, но в итоге он говорит, давайте, говорит, я вас подвезу, говорит, куда вам надо, вас, говорит, надо подвезти. Я говорю, теперь, говорю, меня вези на док, а я тогда жила на доке. Я говорю, мне сейчас переодеваться надо, говорю. Ну вот он, короче, меня повез на док, я там переоделась, и он обратно меня, а в то время я вообще, какой там на такси ездить? На такси ездить, это слишком дорого было, а я еще ехала в Черниковку на автобусе, да, и потом пешком сколько шла, чтобы добраться до сестренки. Поэтому я говорю, давайте везите нахрен меня, говорю, домой. Я там переоденусь, и обратно меня сюда же и привезите, говорю. Он, конечно, согласился и повез меня. Я приехала домой, переоделась, потом на обратном пути мы, значит, едем, разговорились, уже вроде более-менее я успокоилась. Он мне такой говорит, а что, говорит, куда едете? Я говорю, мы с сестренкой в ретро-клуб, говорю, собрались. Из-за вас, говорю, сейчас, я говорю, опаздываю, ты глянь, была. Ну, вру, конечно, какой там опаздывает, дискотека же поздно начинается. И он такой говорит, о, говорит, давайте, говорит, я с вами пойду. А я сразу такая, ага, хочет в ретро-клуб, значит, с нами, говорю. Еще меня грязной водой облил, говорю, из лужи. Я говорю, тогда вы угощайте. Вы, говорю, вообще меня должны. И он такой, ну, он сразу согласился, конечно же. Прикиньте, мы с сестренкой за его счет в ретро-клубе ели, пили, нажрались вообще в хлам. Ну, я правду рассказываю, друзья, да, мы нажрались в хлам. Ну, не сестренка моя, я нажралась в хлам, короче. Ну, не в хлам уж, ну, нормальненькая была. Ну, мы, короче, тусили, танцевали, потом в итоге он даже остался у нас в квартире ночевать. Ну, не у меня, а у сестренки, прикиньте. Ну, ночевал он один, почти. Ну, вот такая вот история была. Да ничего не было. Не надо сразу так на меня смотреть. Ничего не было, господи. Ну и вот, так мы и познакомились. А потом, короче, утром я ему даже яйца пожарила. Представляете? Он утром встал, ему надо было на рейс ехать. Я ему утром яйца пожарила. Я до сих пор помню, яйца пожарила с помидорами.
Оказывается, он вообще ненавидел яйца с помидорами. Потом, только спустя годы он мне об этом сказал. Но сидел и давился ими до конца, сожрал их и сказал еще спасибо большое, было очень вкусно. И уехал. Но номер телефона мой взял, я же говорю, потом начал мне написывать: привет, как дела, привет, как дела, привет, как дела. Больше никаких слов он и больше не знал. Он меня бесил, мне вообще не понравился. Но потом мне пришлось разблокировать. Ну, почему разблокировать, я расскажу в следующий раз. Ну, пришлось. Да. А вообще он мне не понравился, я не хотела с ним вообще дружить. А, кстати, еще знаете что? Многие говорят, что я переигрываю, играю на камеру. Да, так и есть, я играю на камеру, друзья. Мне вообще нравится дурачиться, танцевать, что-то там, какое-то шоу, представление делать. Очень нравится. Поэтому, наверное, действительно так и есть, что я играю на камеру. Вот такие вот дела, такая история. А что было дальше, дорогие друзья, я вам расскажу в следующий раз. Почему же мне пришлось разблокировать Альберта? Это другая совершенно история. Я ее, конечно, никому не рассказывала. Милош апайдың машина. Қарағыда ішінде знактар тұр. Каблук. Понять и простить. Милош апай трассала удобно не берте. Он гонщица. Ты что, жениться приехала, что ли? Милош апай бидені болған. Мен айттық да мотор тупейіне берінеді. Это был галстук, который я жених мах. Бизнес. Я думал, ты мне предложение приехал делать. Мен бизнес-таксист, поэтому должен быть в форме. Айда, кофе сам. Кроссовки алдым еще. Yok kırmadım. Aa şu yan кроссовкада. Ух ты. Модный, красивый. Куртка келсем. А куртка тоже яңы. Что-то яңыны біліп қалды. А мындай хедің постоянно боласың. Яңы тип ойламадым да. Мотор. Стильно. Да я на стиле вообще. Кирпич зачем? Зачем? Скоро узнаешь, зачем кирпич. Итак, друзья, зачем нам этот кирпич, вы в скором времени узнаете. Так что следите за сторисами. Мы опять приехали в наш офис. У нас теперь офис находится на Верхней торговой площади. Ой, Аллах, парашки, я такая думаю, что моя куртка здесь делает? А что она здесь делает? Доброе утро. Офигеть, с кирпичом. Привет. Салям, так отгаля. Стучать по башке. Кирпич? Да, я с кирпичом хожу. Кто ко мне придет с мечом, тот уйдет с кирпичом. Итак, друзья, мы записали для вас уроки. Пользуйтесь всеми инструментами, которые я дала. Если будете пользоваться, то 100% вы добьетесь успеха. Мне кажется, вот так же можно заснять сейчас на Да. уроке. Давай, включай. Итак, друзья, снимаем все как есть, все в реальном времени. Чавкаете, едите, все подряд надо снимать. Пускай у вас даже в зубах застряло мясо, вас это не должно волновать. Пускай ваш рот грязный, это тоже не должно вас волновать. Не надо зацикливаться на этом. Все как есть. Если снимете и выложите, вы сразу увидите реакцию людей. Столько пойдет реакций, вы офигеете. А от красивой вырезанной картинки, где у вас все чисто красиво, ножиком режете, реакции не будет. Это 100%. Я уже это проанализировала, и это прекрасно знаю. За 6 лет уж я так анализировала свой блог, что знаю, что вот такая вот картинка с набитым ртом, сидя говоря, она намного интереснее и реалистичнее, чем вот так ножиком резать, сидеть мясо и красиво говорить, поправлять салфеткой, вот так ротик вытирать. Это никому не интересно. Уж я-то знаю, потому что мне столько прилетает комментариев, столько прилетает хейта, когда у меня в зубах застрята еда. И прикиньте, чем больше у вас будут реакции на ваши сторисы, тем лучше для вас. Прикиньте, это правда. Это для вас, это очень хорошо. Потому что вы, значит, триггернули людей, зацепили людей, понимаете, зацепили своим вот этим
грязным, застрявшим мясом во рту сторисом. И они дальше захотят смотреть, скажут, ага, а завтра что? Она снимет, как сидит, срет на унитазе, что ли? А, это надо посмотреть, это же интересно, однако. Понимаете, вы зацепили внимание людей, а это очень важно. Очень важно. Бесконечно одна красивая говорящая голова никому не нравится. Обязательно должен быть фон. И обязательно вот этой вот камерой работать надо. Она ваша рука, понимаете? Не надо вот так вот только снимать в одном положении. Только вот так вот так. Надо и вот так снимать. И вот так снимать. И вот так снимать. Ваша камера – продолжение вашей руки, и она должна ходить и так, и сяк, по-разному. Не заморачиваемся на красивой картинке, еще раз повторюсь, это миллион раз я буду говорить. По-разному, с разных ракурсов снимаем. Один и тот же ракурс быстро человеку надоест. Запомните это. Прическу сразу, это интервью берут, да. Мылся, значит. Как мы спросим у самого крутого учителя Республики Башкортостан мнение, как мой урок, потому что, друзья, вы же знаете, что я не учитель, не умею людей обучать, это мое второе обучение, первое вообще, комом тоже, наверное, надеюсь, Аллай Тугель. Все, Аллаха шикар, все классно, супер. Классно, что вы рассказываете именно свой опыт, то есть не какой-то там книжный этот вариант, а вот именно то, что вы сами прошли, прохавали, все это рассказали. А единственное, что нам надо будет сделать, это вот ее собрать, структурировать на разные уроки. И вот это бам-бам-бам. Потому что Миша, вот она выдала из себя все, а теперь их надо вот будет собрать и сделать такие мини-уроки. Это будет задача вот этого нашего человека. монтажера. Монтаж будет делать Салават. Я даже не знаю, что сказать. Он этим вопросом займется. Надеюсь, у него хорошо получится. Аминь. Вся надежда на тебя. Монтажник со стажем. Да, если урок получится не очень, виноват будет Салават. Ля ты крыса! Всегда виноват я. Ну кто-то же должен быть виноват, не я же буду виноват. Так что смотрим уроки. И, кстати, друзья, хотела сказать, кто не успел запрыгнуть к нам на обучение по искусственному интеллекту и по блогингу, это мы вообще основное обучение у нас по искусственному интеллекту. Мы обучаем людей. Так, мы чему обучаем? Быстренько давайте, скажите быстренько, чему мы обучаем? Искусственному интеллекту. Что Нейропрорыв. это такое? Ну это же Найди больше расскажет, что у нас Наиль, искусственный что это интеллект. такое, говори, быстренько. Так, искусственный интеллект. Хорошо им пользоваться, если нету своего. Поэтому обязательно пользуйтесь. Гениально. Можно делать музыку, можно делать видео, фото. Самое крутое, это эти все продукты можно монетизировать. Сделал нейрофотосессию, монетизировал. Сделал мультик, монетизировал. Сделал рилс для блогера, для артиста, тоже монетизировал. Сейчас, особенно когда блокируется любой способ рекламы, то есть вот я хочу купить рекламу у блогера или хочу купить рекламу в Инстаграме, в Телеграме, запрещенной соцсети, этого нельзя сделать. Но что точно можно делать, это делать рилсы для себя. То есть я могу сделать рилс для себя и таким образом продвигать свои услуги. Спрос на это определенно растет, поэтому обязательно необходимо этому учиться, как с помощью нейросетей, да и вообще в целом проявляться в блоге, рассказывать про свои услуги и продавать. То есть вот это точно то, что нужно будет делать в 2026 году. И в этом обучении есть мой модуль по блогингу. И кто не успел запрыгнуть к нам на обучение, у вас последний шанс. Оставила вот здесь вот ссылочку. Ошында координаттар калдырдым. Это последний шанс. Ошында батагыда, анкета толтырагыда и запрыгивайте в последний поток. Да. Салаватта бесплатно считаю, Вот с этого момента попал в За съемки только заплатим. От него еще один урок будет, достар, по монтажу. Салават очень интересно снимает, очень интересно монтирует. Опыт у него большой очень. Глаз наметанный. И, между прочим, у него есть свой взгляд. Кстати, у каждого видеомейкера, у видеографа свой взгляд есть. Своя система есть. Свой формат есть работа. Ну, так же, как и у блогеров. У каждого же своя, вот у блогера свой формат ведения блога, своя изюминка, и также у видеомейкера. Поэтому, друзья, я сама лично вас монтажу не смогу учить. Я могу своему монтажу научить, но лучше пускай учат профессионалы своего дела. Я так решила и решила бесплатно на их Салаватты иштеттерге. Нет, что? Нет. Так что, друзья, ждите урок по монтажу от Салавата. Еще, кстати, хочу сказать, что будет еще урок от Зарины.
У нее свое видение, у нее эстетика, у нее гламур, у нее красота, у нее свой формат съемок. От нее тоже будет один урок. Я почему сама не учу монтажу, потому что я не умею. Честно вот скажу сразу. Я не умею. Нет, я умею. У меня, знаете, самый простой монтаж. Тут отрезал, там отрезал, раскадровки сделал, увеличил, уменьшил, музыку поставил и Аллах Акбар. Нет, вы хорошо монтируете. Просто не уделяйте столько времени, как я, например. Да. Я не, знаешь, я не заморачиваюсь, не зацикливаюсь на монтаже. Я на самом деле нормально монтирую. У меня свое видение, и, кстати, у меня очень интересный монтаж, я считаю. Да, согласен. Не скучный, интересный монтаж у меня. Но я не так профессионально делаю, как вот профессиональные видеоблоги. Слушай, сильно не узнать, что за девочка такая. А можно с вами знакомиться? Да, можно. Еще как. Синяк hazır yigitlerden abla yukarı Ey, bir kişi yazmay Anvar'a. Представляете, Альбертқа бейселер язалар, а мне даже bir yigit de yazmay. Yazmıyor что ли? Ей. Onlar напрямую действовать хотят. Нәрсе yazıp тұралар. А yigitler Әллә, напрямую действовать не хотят, язмайдар да, зато Альбертқа язалар. Анварға қайда қарағыда Альберттің матчизданы кетті. Сіздікі что ли? Ей, Альберт жүріп отыр. Ана. Не шәпті енді бұл. Экономичный. Бұл электричкадан да экономичный. Бұйым бұға тұрғаш, мене күскісмасын ма екен деген. Пластикадан хукудар қызылмай. Қызлар сені кірді. А сен даже не среагировала? Еще как среагировала. Қарағыда достар, Анварға яңы машина алған бақсат дело вообще крутой. Это же BMW. Ну ладно, номер засветили, 102 номер. Ух ты, какая крутая. Ты яғыт балықтар шағырын. Балық ашамасы, мен балық наушы ератам. Қыздырып тегелік пискар, бәләкей нелер жаритайық бе. Самый шол енді. Біздің ауылда пискар гына білсе, елгада үшейді. Искар не могу. Мына мұнда таш баш баласымақ балық енді. Типа таш баш. Так что Анвар айға күрсәнәс әпке хәгіт концертқа достар. Әпкелегі только пискардар. Или мелкий карась. Или мелкий карась. Только шундай балық қына ашай. Кітір ашайсың. Тавала қыздырып, тысым айтып жарты әпке хәгіт вообще мына. Унан да дур күстәнәс бұлмая сақ Анвар ағайсы. Карась наушысы келе. Уже хәләгәйдә рахты мына Анвар ағайдың. Күрдігіз мен несек балық ярата. Альберт қылмақ. Так что вы уже знаете, что приносить на концерт Кустенеске. Альберт хотел то бля, мне кошек на. Вы что, решили на русской аудитории, что ли? Скажи, зачем мне эта боль? Зачем рассветы без тебя? Нет, мен бит рус мектебинде окудум. Мен даже ойлоп турам, мен русча сөйлөшөм, татарча. Нерсе айтасым келе. Бу менин кыялым, бу мен айтмын, что мен анда Россия эстрадасын сылкытам дейм. А почему бы и нет? А кто знает? А кто знает? Анда бит бирсе деп калмады, айбы. Бүтөлө касышып өттүлөр. Так что нишу это займет Анвар Нургалиев. Телеңе балдамай. Амин. Яхшы түзеге. Верю я, мы еще споем и не скажем обидный фраз. Син, килерсің сен меңа әлі бір құшармын әлі сені бір. Гүлә гиттерге сиңа әзір, мен бардың яны. Шулай! Вот так вот, достар. Так что приходите на концерт, Анвар ағай күтіп қала. И балық жариттерге карасики ұнытмағын. Хер нахер менять, только время терять. Чего вы тут болтаете? Давай странежку сделаем. Не надо его из него странежку делать. Анвар ағай сказал же, у него здесь аквариум. Ну ладно. Пускай в семье кто-то должен быть такой полненький. Контраст должен быть, контраст. Это же интересно. Что там, Роберта, Да. у вас с женой все? Опять новый роман? А я тут выложила, тут начали уже женщины писать. Дайте, говорит, его номер, я хочу с ним познакомиться. А все, облом, девочки, у него жена вернулась. Они передумали разводиться. Вернулся блудный сын, ой, блудный дочь. Или вы вернулись? Оба вернулись. Да? Да. А че, почему такое решение приняли? Скажите, пожалуйста. Ну, как говорится, хер нахер менять, только время терять. Вот и все. Здравствуйте. Как ты? Хорошо, вы как? Точно хорошо? Да. Ладно. А вы что, обратно сошлись?
Я уже Рустам сказал, что мы обратно сошлись. Это можно снимать, нет вообще? Короче, Дуфтар сенсация года. Помните, я выкладывал Рустам Робертовича, что это завидный холостяк нашей республики Башкортостан. Но как оказалось, Дуфтар, после официального развода они осознали, что любят друг друга и сошлись обратно. Ислер орта. Даже X2 да тугul. X10 была. Мен думаю, не, разводта бөлісіп байлықты. Ай. Эй, бужың, на черт, да лучше берга, дешевле берга оставаться. Ну, мне кажется, бойлок турында тугul. У него Да? расчет в другом был. Да? Да. У него все просчитано. Это биологически. Ну да, он такой еврей настоящий. Обучение получил. Мощное, да. Мощное, емкое, такое насыщенное обучение. Такого обучения еще никто у нас в Республике Башкортостан не делал. Поэтому я же вам говорю, это последний вагон. Кто не успел, тот опоздал. Нами бүгін түшірдім дейді. Ага. И многому сам научился. Могу сказать, өйдеме полезная информация алдым. Да? Қазір применять һәм, я думаю, это өтіп кетер ме? Запросто, Алла почему нет? Эшләһәң, конечно. Да. Эшләһәң, любой кеше мине үтеп китә ала. Самое главное, ялкауланмакка и эшләргә. А ялкауланһаң, синең бухта килеп сыгмай. Никогда килеп сыгмай. Вот какой бы ты талантливый не был, но если хин ялкау, нифига килеп сыгмай. Твой талант тебе не поможет. Я упорно нафиг работала, чтобы, на одной сцене с артистами выступать. Между прочим. Это ведь надо добиться этого. А для этого, знаете, сколько надо работать? А я знаю, что я бездарность. Очень прекрасно знаю, что я петь ни хрена я не умею, что я бездарный пивун какой-то. Чтобы добиться вот таких вот результатов, мен ялкауланмай эшләнем. Я сплю по 3-4 часа, по 5 часов в день. Понимаете? И уделяю своему блогу максимальное количество времени. Даже жертвую очень многими вещами своими, вот детьми даже, мужем, семьей даже жертвую, я работаю. Праздниками, днями рождения, все жертвую почти. Вот так я работаю. Только из-за этого я башу бездарность Милюша. Послышалось бездарность. Настойчивость. Вот. Настойчивость. Милюша Баймак настойчиво булгады. Да. Бүте юлдарда ебі саған. И ялқаланма. Трудолюбие, дисциплина. Қамырды таңғы 5-те іштеп қойдым. Начинканы сағат 9-да іштедім. Шанқат қасаны. Мен 5-те тұрам да менен күте. Күте деді. Қалай ерте тұрады? Ака сен сәлі апарға айтады? 12-лі бірінші сәтті. Я вообще сплю по 4-5 часов. Это плохо вредно, наверное? Я знаю, что вредно. Это на лету. Сразу бит қартая, бірақ. А и ночью на кредитке. Я хочу начать по утрам бегать. По чуть-чуть хотя бы. И мен істеп бастаған тоже ерте тұрақсынан тұн. Қарай мен үдесеттен. Мен азайынан ішке апарам. И ол ертең сәк кетер. Шоға көре үйрендім ертең сәктарға. Ертең сәктөрі керек шу. Шықатын ұйықтап атмаққа. Жоқ, енді... Естен хәзір мода теге. Мен сән работаем, тезер түшкі қатын ұйықтайды. Бұл рилсты әлбетті көрмегенмін. Ненде рилс? Перчаткам. Нет. Олар бұқырдайын бандахин убери. Мен қыдырап туштарды білемін. Где туштарных курная момент, это хотя бы убери. А тут заметно так красиво. Так красиво, где груди видно, так красиво, типа салат монтировать. Самое эффектное, когда вы медленно идете, мне снял 120 кадров в секунду, медленно, так плавно. Поэтому это зря ее убирать. Ну, я раньше да. Смотрите, реально был башкирская домохозяйка уже стриптиз начала показывать. Имейте в виду, если этот вайн увидите, где мои груди вываливаются, это все Салават смонтировал и захотел, чтобы эти кадры были. Красивые кадры ты, не могу их убрать ты. Ну, конечно. А то кемдер уйлайдыр, я показываю, вообще yok tabi. Скажет, есть. Вот подтверждение. Аниме обещали, кстати, айтманы кімді? Пирог из капусты. Пирог из капусты. Я обожаю. Кем эшлемей, шул ашамай салат. Ты же любишь вкусно поесть? О, молодец, на ножок, крепца. Давай, посильнее, посильнее.
Her Azali'nin айтырады, «Ват, мен үйде білін іштешмей, Милош апайға барып қамыр ейіп тұрады», деп айтырады. Өте. Кстати, бірге бешірешеді. Мен оға ярдам етім. Қайында, мен хауат жауым, ол тікі қалған ішті ішлейінде. Я қоған әрсі берем, бәрінгі әрсі берем. Ай, молодец. Қалған өдешлей. Какой ты молодец. Так, давай. Побольше надо егерге вообще-то. Шында Қалым анау терелері. Шында қалым. Мында нормально. Видишь, эта скалка удобная, между прочим. Да, удалено еще. Ну, қалын. На что трелла? Қалым. Так, давай бәрі қарақшы. Көсір. Рахмат. Так, давай. Примерно толщина 7 миллиметров хотите. Ты думаешь, я знаю, сколько миллиметров? Так, май қалата. Видишь, майдан есек түріп кіна қойын. Садағын өстірікке. Қап-қары. Қары май. Это майский май. Настоящий деревенский май, да? Мен ауылдан заказать там по 35 килограмм найдем заказывать, прикинь? И майский май заказать там. Ну еще только кустенецке таратып өтірем, шумай, блин. Не дейінді. Штанғедмін. На шында майытны. Бай даже жирный был. Май да херабанно кормим сколько. Вот уже я ладно. Там это пока уберем лишнее. Надо здесь. Тоже уберем сейчас. Так, а кто будет этот? Защеплять-то не будешь, что ли? Ты не умеешь? У тебя было. Умею. Ты правда, что ли? Ну-ка. Ага, покажу. Ну-ка, покажи. Покажи тебе. Ошай, кәбістен пирог іштеген. Әсейіңді? Алай бешіргенді мен не помню. В основном әсей теге дурбәліш бешіре тұрғай. Несек? Я дурбәліш тоже шылайрақ, юмор өсінде болады. Теге, немен, что ли? Ай. Картошка ит? Ай. Бір оқшаған ма? Ну, был пирог с капустой, был. Дәл что? Ай. Дәл что это іштейм? Мен іштейм. Білің яқта обелі тоже олай бешірмей? Сами придумали этот рецепт? Ну, с фаршем, да. Вообще, один лист пирога я никогда не пеку. Если я пеку только сразу 2 листа пирога пеку. Салат. Так, пирог бешевый үлгермәне. Вот у меня почти бешкен, конечно, румяный. Вот у меня второй пирог. Опять кажется, пирог бешевый, который не яркий. No. Неке, с фаршем темлилем альпи. В смысле ашарың? Ин ашамай хума. Ашамай гына қара, я обижусь на тебя. Вот это поворот! Ешіттің? Салават ана бақыр пирог эшташты и ашай алмай қайтып кете ана. Меня сохраните. Ладно, я тебе в холодильник положу. Морозилкаға машина. Морозильникқа қалып тұңдырымында хинчанкинга. Әйтірге тәмлі болды ма? Мен бешерген. Ярай. Пирог. Все, вот поехали. Еще как тәмлі. Азалия! Не, не қайда? Уже который раз салат. Вроде такси. Мен мында уже қыздарға не дәрәдір деп қойдым қара. Бөлектер. Мына коллагенда алған. Для девочек специально, чтобы отвести, которые у нас афреймские. Все, давай пока, Салат. Рахматиня, давай пока. В смысле? Ай, Вайндер! Да, повелитель! А ты скину? Когда ты Телеграмма скинешь? скинул и кого-то? И блин, Салават, мы что договаривались? Остальные сейчас. Сегодня скидываю весь. Буду монтировать. Все, давай пока. Давай, люблю, пока. Деловой, блин, люблю ням башы, блин. Что ты постоянно меня алдата беріп тәй? Люблю ты да, Аллах апар. Люблю ты да, Аллах апар, блин, алдақсы, блин. Бүгін скидывай. Бүгін. Блин, Салават, бүгін. Ладно. Құрылы. Давай. Меня Залео, китте. Койрықтарды сдавай. Мне видео надо монтировать. Видео надо монтировать. Вот, короче, я целый пакет для девчонок коллаген набрала, которые приедут снимать наш афрейм с Татарстана. Я им специально приготовила вот коллаген на гостиниц. Пускай оздоравливает свой организм, укрепляет свои кости и ногти, и волосы отращивает. Юн отращивает пускай. А может, каждый, кто снимает, всем коллаген дарить? Ай-я! За рекламу ты. И вон, да, вот мы вот всякие для детей вот такой горячий шоколад я взяла. Потом конфетки вон мы набрали. И кофе, потому что кофе самый ходовой. Утром все с бодуна остаются, потом кофе пить начинают. Поэтому так я и сделала. Такой набор взяла. Пирог никто не ел, ни Азалия, ни Салават. Азалия мне все девочки такие, наверное, да, когда? А прикинь, может быть, қартаға вообще гели кивидин ошо тұрып қалады. Я говорю,
Мы же останемся вдвоем. Ладно, пока, Кадам. Пока, малышка, пока. Все уехали. Все разъехались. Qартайгас немиштер екен, Альберт икәүдәшеп. Син телевизор караң, мен пирогтар бешерәм диде, для кого только не понятно. Вот тегеләр киткән, как раз пирог пеште. Как будто нарочно, блин, получилось. Они уехали, а пирог испекся. Обалдеть, да? Сейчас я вам покажу. Тоже пирог. Он у меня испекся. Слишком быстро испекся, мне кажется. Кажется, низ не испекся. Пускай еще чуть-чуть. Ярок маған башайын. Мекин, до такой степени ярок маған. Ну, корально, еще говорю, что лёрт не бди. Ну, він відкявись я Ну, думал. я его переел. Где? Где ты переел? Дома где? Где дома? Ну, я в таком стреле, я его кушал да кушал. В каком виде кушал? Во всяком виде. И в сыром, и У вареном. меня вкуснее капуста. Чай. А, чай как? Мне же дегустация нужна. Мақтар керек. Неме жоқ ма? Әйтер керек. Ты же у нас всегда дегустация делаешь. Вот так я тебя возьму. Ну, капусту переел. У меня же отец много сажал, гектарами эту капусту. Я его в вареном виде кушал, соленым, сыром. И все. У меня теперь я не могу много капусты есть. А детстве я вообще ненавидел капусту. Все лето мы были на поле. Пололи, кого пололи. Вот. Все лето проходило на в огороде и на поле. То капуста, то сено, то коров пасли. Интернета не было, друзья. Одни книги спасали по вечерам читать. Ну, много читал. Робинзон Крузо Тарзан. Ну, конечно, шей. Вот и когда Альберт. Бежать там, бежать теперь. В нашем Афреме, друзья, поселились гости из Татарстана. Представляете, в наш Афрейм приезжают даже люди из Татарстана. Прикиньте. И вот мы сейчас решили заехать к девчонкам. И гостинцы захватили. Коллаген мой захватила. 8 девчонок, и я вот 8 коллагенов взяла. Это мой гостиниц будет, потому что коллаген очень полезный. Пускай девчонки оздоравливаются, суставы свои подлечат моим коллагеном. Юндер успевал гости из Татарстана коллагена себе. Юндер успевал, кто их знает. Вы не подумайте, что я ко всем гостям езжу. Нет, конечно, ко всем гостям не езжу, просто они уже вот неделю назад уже девчонки начали говорить Альберту, типа, не сможет ли Милюша приехать. Гости из Татарстана, говорят, очень хотят увидеть, говорит, Милюшу. Я, конечно, сначала такая думаю, не поеду. Ну не могу же я постоянно ездить, все хотят там, кто снимает домик, все пишут, звонят, Альберт говорит, Милюша, не приедет, Милюша, не приедет. Не могу же я ко всем ездить-то. Ну тут уж ладно, думаю, сделаю исключение. Все-таки люди из Татарстана приехали, хотят повидаться. Хоть и устали мы, но поехали, да. Сейчас надо заехать в магазин, гостинцы купить. Не могу же я только коллаген дарить людям. Гостиниц коллаген. Кто вот на гостиниц коллаген привозит? Только я. Потому что это моя продукция. Очень хорошая, качественная. Гостинцы девчонкам взяли. Утром чай пить, кофе им взяли. Чукопайки взяли. И еще конфетки взяли. Чтобы они угощались. Все-таки гости из Татарстана живут. Смотрите. Сейчас мы за ними будем следить, что они там делают. Нет, что-то они все в белых халатах ходят, что ли. А вдруг они не готовы? Без вон таптырдап и не клеотават. В халатах все, вот. Ой, у вас что тут? Девичник в белых халатах. А üstünde белых халатов даже клеоталар. Тематическая вечеринка были. Альберт, иди. Альберт оялып тұр анда. Қараңыз әлі, весь белый
Абайлар кыздар. Не айтам, не Татарстандан кунактар келди, тиге Альберт айтты. Булар Башкирия, булар Татарстан. Текшерге келген деп ойлап коймагы. Мы знаем, что сборище сестер наконец-то. Hem сестрами. Мы все родственники. Вот это да. Двоюродные. Мен тоже шулай двоюродныйлар, троюродныйлар кийип алам шайтар. Ох ты, мына караган әле нидек күстенесиз. Эй, Аллам, кыздар, не надо было, неудобно ведь. Ертеңсе кофе керек бе? Как все сторисы не посмотрю, спать не ложусь. Bir qatın qayniye bir maliyara. Men de işten qaytamda dey, şan biz işlerimde bütürem, paslalarını yuvam, aşırga pişirem, ballarımda aşatam da yoqatırga halam, erimde halamda dey, şan hun yatam storistar qaraga dey. Bugün biz işlerimde bütürdüm, kirlerimde idemlerde yudum da dey, saat dey, 11'inse yattım da dey. Han niye ya da? Где сторisi? Abi bu kadına Украсили наш сегодняшний день. Наверное, хотите сізді көргенше еще интереснее. Вот молодцы, мен тоже двоюродный, троюродный, біз елда ейіп алам шай. Ажыр төйлер тоже икралар іште ел. Альбертны палат. Анда қыздар бал да бар. Анда мен вообще көп конфеттер алып келгенім, бараға менің дом қарып қойдым, бош деген. Альбертте анда конфеттерді ашап өткендерді юқ қалмаған. Қыздар сен Татарстаннан келген бір конфет юқ деймін. Тамақ өзіміз қайық. Юбилейға барған, Эльвира Абсайрат дегенше кішілем зәлі. Эльвира бітінде мұнда живет в квартире. Говорит, давайте какой-нибудь антреем дом сними-ка, деген таңарда. Шунан соң ойлады кулапта. Гулябта тұрмады, ол сразу айтты. Я башкесі біз хозяйка дома бар, шундай айтам, давайте снимем. Положим за всем этим, следим еще. Шунан соң Альбертка ежишіп шундай. Она действительно, мама говорит, мен как будто в этом доме, как у себя, да? Колонка олайық ма дейбіз енді? Yok, anda kolonka бар деп айтты Альберт. Графин, неге сұралаштым екен. Графин шунда ұсталды. Вот я люблю читос. Вот этот читос с сыром. Очень сильно люблю. Ақара читосты вот я сильно люблю деймін. А мне вот Милеушаны очень сильно люблю. Ну, очень сильно люблю индомисины. А читосты глейтан, я люблю читос. Yok, ну, еда белән кешене сравнивать булмайды немеле уже. Ну вот именно еда мангышны сравнивать тип умай. Едага очень сильно люблю тип әллә күпме айтасың? Ну, мне Леша сен яратам иде. Карале, коян айттым мен айтырым. Больше никогда не буду говорить, едага не люблю. Вот и не говори едага больше. А если твоя еда, тоже не буду говорить. Говори. Это же потому что неуважение тебе будет. Наш дом арендага. В основном, қазір уже издалека очень много. Вот меня снимали на Манди районынан альтигамата. Кыргыз Миякеден, болды Бакалдан, болдылар. Мына неден битни қазір. Түрлі райондардан. Қызық қана, даже не городские, а другого. Алар кадык көріп келіп снимайттылар Нанская фестивальде. Теге сториста көрәләр дә, и думает, айда барып карап келейік деп. Ысын тагам екен деп, может текшерәләрді. Так, МС Баш дома, Реналь дома. Ильгамыч не дома. Дамир Ильгамыч не дома. Света нет. Вот только Рустам Гизатын қайда екен, анын білмейбіз. Айдарго күсмеген әлі бұнда. Айдарго күссе біз аға қонаққа келесек. Айдарго, если ты видишь эти сторисы, мы к тебе в гости приедем. Знаем, мы тут часто бываем. Я знаю его дом.